Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. В середине июля завершился открытый всероссийский конкурс по разработке мастер-плана Якутска. Что в себя включает мастер-план и чем он отличается от генплана, расскажет наша гостья Ирина Алексеева, руководитель управления архитектуры и градостроительства при главе республики, главный архитектор Якутии. Ирина Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы назвали открытый всероссийский конкурс по разработке мастер-плана Якутска самым масштабным в истории города в части проработки пространственного планирования столицы. Ваша оценка, как же все-таки все это прошло? Действительно, те амбициозные планы, которые сегодня стоят перед руководством и города Якутска, и руководством республики, они касаются крупных проектов, но вот такого комплексного плана давно в Якутске не было. Последний генеральный план, который был принят и по которому город развивался, был разработан еще в 2004 году. В последующем вносились изменения силами местных специалистов. В этом году в разрезе мастер-плана как раз проведена очень серьезная, глубокая аналитическая работа. Например, комплексный анализ развития города велся где-то в течение 3 месяцев с ноября месяца прошлого года. То есть вообще этот конкурс позволил очень глубоко погрузиться в аналитическую часть, в комплексную оценку территории для того, чтобы выявить тенденции и векторы развития города и дать те проектные решения, которые мы увидели по итогам конкурса. А вот в рамках первого этапа конкурса было проведено масштабное исследование города в целом за последние 20 лет. Скажите, какие задачи вы ставили перед конкурсантами при разработке мастер-планов? Мы, например, знаем, что очень много у нас ограничений в городе Якутске. В первую очередь это связано и с ландшафтом, и с тем, что сегодня многие жители озвучивают как проблемы, допустим, проблемы водоотведения. Это, конечно же, связано с тем, что город стоит в долине, нет естественного рельефа, плюс к этому накладываются обременения в части условий учета вечной мерзлоты. Со стороны реки мы подвержены затоплению, в сторону запада город ограничен сопками, тогда куда городу расти? Вот именно в этой части и ставились задачи по анализу пространственного развития города, чтобы определить именно резервные территории, то есть где можно с учетом реалий города Якутска планировать строительство жилых кварталов, социальных объектов, и, конечно же, объектов, связанных с развитием экономики. Победителем конкурса стал консорциум под лидерством Института генплана Москвы. Было ли это решение единогласным и какие ключевые оценки выставили жюри? На самом деле понятие единогласное, конечно, относительно, потому что каждый член жюри имел свое мнение и взгляды на работы конкурсантов. Очень интересный проект был представлен, например, консорциумом под лидерством компании IND. Проект был более, так скажем, человекоцентричный, более направленный на первоочередные победы, но все-таки по итогам обсуждения члены жюри согласились, что консорциум под лидерством Института генплана представил более комплексные, более стратегические решения. И именно они сегодня станут основой для актуализации градостроительных документов города, а именно генерального плана, правил землепользования. Сегодня разрабатывается очень много мастер-планов отдельных территорий комплексного развития руками регионального оператора. Есть у нас частные инвестиционные проекты, например, реновация района речного порта. И все эти проекты, как исходные данные, они как раз вошли в состав мастер-плана, представленного финалистами конкурса. Скажите, а как вы оцениваете работы других финалистов IND Архитект и Мастерс-план? Были ли у них интересные идеи, которые они предложили на оценку? Вообще конкурс – это замечательная возможность получить много решений. И именно этим отличается тот подход, который мы сегодня, как Управление архитектуры и градостроительства в республике, продвигаем. Потому что конкурсный отбор – это всегда больше идей, больше предложений, больше интересных решений. И все 3 консорциума представили очень интересные идеи. Например, консорциум под лидерством Мастерс-план
Они представили, например, очень интересные идеи касаемо дизайн-кода, например, таких интересных предложений, как учет, допустим, тех же наружных сетей, потому что мы их видим как ограничение. На самом деле мы уже много лет говорим о том, что наружные сети, которые очень удобны в эксплуатации для ресурсоснабжающих организаций, они могут стать частью, элементом городского дизайна, городской среды. И вот такие очень предметные решения также проработаны коллегами, кроме того, что есть еще и стратегические направления, финансово-экономическая модель, то есть такие крупные стратегические блоки. Интересует еще и сторона командного вопроса. Принимали ли участие якутские команды компании? Да, одним из главных условий проведения таких конкурсов мы всегда в первую очередь ставим участие местных компаний. И не только в этот раз у нас принимали участие проектные компании, архитектурное бюро, но и, например, представители научно-исследовательских сфер. Это и Северо-Восточный федеральный университет, инженерно-технический институт, и Институт биологии, и многие другие наши специалисты в составе консорциумов имели возможность именно вот те, так сказать, компетенции, которые необходимо учитывать при проектировании городов в экстремальных северных условиях, они как раз прорабатывались нашими специалистами. Что же в себя включает мастер-план и чем он отличается от генплана? Традиционные градостроительные документы, они в целом представлены из картографических материалов. На самом деле, понимая сегодня, что даже главы городов, мэры городов, это не всегда специалисты с техническим профилем образования, даже им, несмотря на то, что у них есть управленческие компетенции, очень сложно в таких документах ориентироваться. То есть карты считать, грубо говоря, умеют не все. Поэтому, в отличие от генерального плана, мастер-план включает, во-первых, финансово-экономическую модель, то есть это источники финансирования, определение этапов реализации проектов, понимание того, что ориентироваться нужно не только на бюджетные инвестиции, но еще и на частные, внебюджетные инвестиции. Плюс материал визуализации. То есть сегодня мы получили материалы, которые для каждого жителя будут понятны. Какой характер застройки, какой масштаб застройки, что примерно хотя бы люди могут увидеть сегодня, визуализировать у себя, например, в районе Сайсарского округа, как будет выглядеть территория Радиополя, о которой мы много лет говорим, или, например, территория реновации микрорайона Марха, где сегодня старый кирпичный завод, есть такие потенциально неэффективно используемые земельные участки, которые можно сделать, провести реновацию и, например, сделать из этого хороший современный жилой микрорайон. То есть это сегодня визуализировано, все материалы будут размещены на сайте конкурса, и что самое хорошее, наверное, в этой работе, сайт будет продолжать работать в части реализации. То есть мы будем иметь возможность отслеживать еще и реализацию тех проектов, которые сегодня предложены. Вот, Ирина Дмитриевна, ловлю вас на слове, когда и как будут реализовываться идеи, которые были изложены в мастер-плане победителя? На самом деле основные приоритетные проекты первого этапа, они сегодня все в работе. Они закреплены в указе главы Республики о социально-экономическом развитии города Якутска. Например, такие объекты, которые уже сегодня строятся, это, допустим, строительство самого крупного креативного кластера на Дальнем Востоке. Вокруг этого, конечно, будет создано огромное количество новых рабочих мест. Это будет совершенно новое дыхание промышленного округа. Или, например, проекты, которые связаны со строительством жилья, это территории комплексного развития территорий. Так ожидаемый 2, 4, 17 квартал сегодня прорабатывается региональным оператором в лице Республиканского ипотечного агентства. Одним из первых объектов станет застройка микрорайона Звездный. Уже этой осенью, в конце года, мы откроем первые, то есть введем в строй первые 7 жилых домов этого квартала. Уже вовсю планируется строительство социальных объектов. Например, буквально недавно мы согласовали архитектурно-градостроительный облик крытого катка, то есть хоккейного корта, где с катком, где жители, в том числе микрорайона ДСК, южной части города, будут проводить время, свой досуг. И много других проектов, которые сегодня уже прорабатываются, имеют определенные точки инвестиций, плюс к ним мы еще и проработали, соответственно, новые проекты, которые будут, в том числе, мы очень надеемся, рассмотрены на Восточном экономическом форуме.
И в завершении нашей с вами беседы, как известно, сейчас в Якутии разрабатываются 8 мастер-планов, включая и столицу региона. На какой стадии находятся сейчас они и когда они будут представлены? Ну, такие же амбициозные планы сегодня у города Нерюнгри. Вообще, в целом, масштабная реновация городов Дальнего Востока. Сегодня порученческие пункты получили 25 крупных городов на Дальнем Востоке. И из Якутии это город Якутск и город Нерюнгри. Поэтому город Нерюнгри также уже подготовил мастер-план. Уже на уровне города рассмотрены первые проектные предложения. Мы их тоже готовим на презентацию на Восточном экономическом форуме по возможности. То есть это практически конкурс среди городов. И кроме этого, по поручению главы республики мы сейчас разрабатываем мастер-планы малых городов Ленск, Алекминск, Томот, Алдан и еще даже сельская агломерация. Это впервые в республике Намская агломерация получит соответствующий мастер-план, то есть проецировать ту методологию, те подходы комплексного развития территорий, прорабатывая крупные города, сразу на малые города, на населенные пункты. Это задача, которую мы ставим перед собой как орган именно в сфере архитектуры и градостроительства. Ну, надеемся, что и кадров хватает для реализации таких амбициозных идей. К сожалению, надо признать, что кадров катастрофически не хватает. У нас не хватает даже не в сфере проектной деятельности. У нас сегодня катастрофическая нехватка кадров на уровне муниципальных образований. Поэтому хочется все-таки поднять сегодня вопрос, и мы будем сейчас инициировать. И каждый раз не устаем повторять, что на местах, в муниципальных районах, в целях реализации крупных национальных проектов очень много сегодня идет инвестиций, финансирования, а вот таких грамотных, квалифицированных специалистов в сфере градостроительства катастрофически не хватает. Поэтому мы стараемся проводить образовательные мероприятия, семинары, но этого недостаточно. Сегодня, я думаю, пришло время говорить о уже пересмотре системы архитектурных и градостроительных кадров республики. Во всяком случае, будем надеяться, что все планы, которые сейчас находятся на стадии разработки и уже близки к реализации, воплотятся в жизнь. Благодарю вас, Ирина Дмитриевна, за интересную беседу и спасибо, что стали гостьей нашей студии. Спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.